Здравствуйте, дорогие жюри. Я Алексеева Ангелина Егоровна, участник детской лаборатории «Юный психолог» детского подросткового центра. Хочу представить наш проект «Кей-поп для всех». Но сначала я хочу рассказать то, что кей-поп-культура набирает свою популярность с 1990 года, но именно особая популярность пошла с 2012 года, когда корейский певец Psy выпустил свой одноименный трек Gangnam Style, и тогда этот трек разлетелся по всему миру, и корейская культура набрала свои обороты во всем мире. Хочу представить задачи и цели проекта. Это укрепление родительских отношений посредством просвещения родителей молодежной субкультуры на примере кей-поп-индустрии. Задачами являются исследовать и проанализировать популярность кей-поп-культуры среди подростков, изучить кей-поп-культуру в том числе с точки психологии и создать информативные буклеты для родителей. Предмет исследования – это укрепление родительских отношений, и объектом являются подростки. Но прежде чем создавать буклет, мы провели анкетирование, в котором участвовало 196 человек, из них 70% это девушки и почти 30% это юноши. Как вы можете видеть на экране, половина из них слушает кей-поп, большая часть, почти больше 80%, у них есть друзья, которым нравится этот кей-поп, и половина ответили, что относятся положительно. Также для себя мы выявили проблемы детско-родительских отношений. Это недопонимание среди родителей и детей. Родители не в курсе о увлечениях своих детей. Это касается не только кей-поп-культуры, но и других субкультурных направлений. Из-за большой разницы в возрасте дети не видят смысла рассказывать своим родителям о своих увлечениях. Поэтому в проект мы добавили термины, которые помогут родителям чуть-чуть лучше разобраться в том, в чем увлекается их ребенок. И в буклет мы добавили также музыкальные стили, мы добавили еще также другие термины и добавили телефон доверия, чтобы подростки и дети могли анонимно высказаться о своих проблемах, не хранить их в себе. И после создания нашего буклета мы провели небольшое исследование среди родителей моих одноклассников, своей параллели. И в целом мы видим положительный результат исследований. 100% отметили, что 100% показало, что родители должны знать, чем увлекается их ребенок. Почти 70% показало, что буклет поможет им лучше понять своего ребенка. 77% отметили, что распространять такой буклет лучше в электронном варианте, и большинство считают, что буклет очень информативный. И в будущем мы хотим делать такой же буклет, только по другому направлению, чтобы работать над проблемой детско-родительских отношений. Спасибо за внимание. До свидания.